стороне роли драматурга в современном театральном пространстве и восприятии современного зрителя и многом другом мы сегодня поговорим с гостем нашей студии, театральным критиком Анной Жук. Анна, здравствуйте, рады приветствовать вас в нашей студии и, конечно, на нашей якутской земле. Ну вот, в Якутск вы приехали оценивать работы начинающих сценаристов, драматургов, наверняка уже познакомились с некоторыми из них, соответственно, посмотрели их работы. Вот какие, может быть, впечатления, первые, скажем так, впечатления, что удивило? Ну, меня приятно порадовало то, что я услышала. Вот второй день мы в Якутске, и 4 прошло читки, пьесы молодых драматургов. Это люди с очень разным образованием, которые вот пришли, подали заявку на лабораторию к Вячеславу Дурненкову и под его руководством написали пьесы. Удивляет, наверное, разнообразность тем, потому что есть просто темы про отношения, про людей вокруг. Вчера мы послушали читку Захара Утумова про, например, воспоминания старика о репрессиях и попытки рассказать об этом своим родственникам. И вот эта тема памяти, какой-то социокультурной памяти, мне кажется, это очень важная тема. И она без какого-то... Она очень человечно была передана, и это, я думаю, что это была большая работа и в архивах, и в документальных архивах разных. Ну, то есть самое главное, что я пока вижу, что это действительно работа, что действительно эти драматурги сидели и все лето писали и отправляли Вячеславу, который вот в феврале был год назад, потом он уехал, и он дистанционно уже следил за этими текстами. Пока я просто могу обрадоваться тому, что это не какой-то процесс там, а что он действительно ответственный и такой мощный, на мой взгляд. Ну вот, а если говорить о востребованности этих тем, насколько они вообще актуальны, наверное? Ну вот вы с Москвы приехали, там, как говорится, и по работе уже есть что с чем сравнивать, как говорится. И знаете зрителя, скажем так. Ну, зритель, кстати, может быть, немного даже отличается местно от федерального, предположим. Я думаю, что это актуально, и от этого зависит сегодня популярность вообще театрального жанра, потому что время очень быстро меняются технологии, и очевидно, что театру сегодня нужно конкурировать с визуальными искусствами, там, с Ютубом, с кино, сериалы, да, очень большая популярность, и в театре остается местом, куда приходят вместе что-то сопережить. Больше нигде тебе не уделяют такое вот человеческое внимание. И, конечно же, человек хочет поговорить про себя. И поэтому, если есть драматург, который умеет говорить вот про людей рядом с собой, не про героя, который не имеет к твоей жизни, в общем-то, почти никакого отношения, да, чтобы наладить такие внутренние культурные взаимодействия там, с Гамлетом, нужно понимать, что эта драматургия когда-то была современной, что Шекспир писал о своих современниках. И вот это очень большая работа для того, чтобы настроить драматурга, вот его оптику, на сегодняшний день. Потому что, как мы судим по Шекспиру, какое было тогда время, да, очень захочется там и людям, которые чуть позже будут жить, и нам самим сегодня поговорить вот друг о друге. И, например, в Москве есть много лет набирающий обороты фестиваль новой драматургии «Любимовка», который проходит каждый год в театре ДОК. В этом году произошло очень яркое событие, там полностью сменилась арт-дирекция, при том, что фестиваль очень успешный. Михаил Дурненков, например, арт-директор «Любимовки», и там Аня Банушкевич и команда, они решили передать полностью такое вот существование молодой дирекции. И они сказали, что вот этот фестиваль не нами был создан, потому что создали его Михаил Угаров и Елена Гремина, которые создали театр ДОК. Он не нами был создан, и мы хотим передать молодым. И на самом деле это очень многих удивило. Это очень серьезный шаг. Мы все знаем, как сложно передавать свои какие-то статусы, снимать с себя такую ответственность. И видно, что им трудно это сделать. Но вот это жанр, который требует молодости, требует постоянного такого включенности в жизнь. И я думаю, что это действительно актуально, потому что от этого зависит популярность театра. Потому что очень сильно растет, например, растет популярность блогеров.
ходят совсем молодые люди и читают там, и молодые люди читают не СМИ, не какие-то, да, а отзывы в соцсетях и в блогах, а это значит, что есть интерес именно такого вот не иерархического, вот послушать кого-то, вот там не театральную критику, например, да, что интересно, а вот человека просто, который вот тоже зашел в театр и что-то в блоге написал. Ну, о популярности театра мы еще, конечно, поговорим, но вот завершается год театра, вот какие позитивные изменения произошли за этот год, за последние годы, и вот ваш, скажем так, взгляд на то, вот, что, может быть, еще нужно изменить, скажем так. Ой, ну здесь есть широкий спектр вопросов, потому что, конечно, год театра – это не только привлечение внимания к каким-то творческим вопросам, но и экономическим, да, и я думаю, что главным позитивным итогом будет, если действительно будут окончательно приняты вот поправки в экономическую систему, потому что то, что показало, но проходило очень много проверок на уровне дирекции, то, что показало театральное дело, за которым, по-моему, вся страна наблюдает, да, с Кириллом Серебренниковым и Софьей Апфельбаум, это в первую очередь дело, которое показало, что есть очень много экономических вопросов, которых нужно разрешить, чтобы, да, мы все были в ситуации безопасности и возможности делать свое дело и, да, не бояться за какие-то итоги. Вот. Творческий результат, безусловно, привлечение внимания к очень многим вопросам. Очень многие проекты, которые в том числе о современных драматургах, о режиссерах, они все были поддержаны. Например, я год в Москве участвовала в лаборатории, которая называется «Практика постдраматурга», куратором которым был Михаил Дурненков. И это был очень интересный проект, потому что на протяжении года проходили сессии с молодыми драматургами. Вот первая сессия была с театроведами, потом с художниками, с композиторами. И главная концепция была, что в этом всем процессе нет режиссера. То есть попытка наладить вот эти горизонтальные связи внутри театральных цехов без режиссера. И это очень мощное театральное движение, потому что даже театр «Практика», там, который поддержал этот проект, и проект поддержал и Союз театральных деятелей, и фонд Михаила Прохорова, все. Но нужно было отстоять, что режиссеры уверяли директора театра в том, что можно создать лабораторию, где нет режиссера. Это, кстати, удивительно. Сами режиссеры говорят, что можно работать, в принципе, без... Но вот, резюмируя все это, вот какова роль тогда драматурга в современном театре, если он, скажем так, будет работать без режиссера? В первую очередь он заявляет смыслы, как это и было всегда. Здесь просто большой вопрос, особенно сегодня, вот вопрос интерпретации. Ведь режиссер – это человек, который дает свою концепцию, свою интерпретацию. И драматург, когда пишет пьесу, он в этой вот жесткой системе, где есть режиссер, он уже понимает, что он сам не может состояться. Да? И это то, что сейчас, с одной стороны, постоянные споры. Да? Можно ли менять автора? Что может позволить себе режиссер? С другой стороны, это уже такой круг созависимости. Без режиссера мы не можем, но мы пытаемся ему диктовать, что ему вот это можно делать с текстом, вот это нет. И получается, что хочется посмотреть, о чем же хочет говорить драматург. Может ли он создать текст сегодня, который не обязательно будет вот как-то так сильно интерпретировать, может ли он сам создать свое пространство. Это касается сегодня не только драматурга, потому что очень сильная волна театра художника. Так, есть, например, в Москве очень и работающий по регионам, да, вот известное имя очень Ксения Перетрухиной, которая вообще в чем-то является идеологом современного театра. Она работала с очень разными режиссерами, там с Дмитрием Волкостреловым, с Маратом Гацаловым у нас, да и с очень многими. И по тому, как меняется современный театр, можно видеть, собственно, и ее следы. То есть очень большой сегодня вопрос, кто влияет на самом деле на то, как театр идет вперед. Режиссер ли это? И вот это интересный вопрос, такой, что даже вот решаются иногда убрать из этой картины режиссера и посмотреть, а что же будет.
Вот критики, кстати, говорят, что сейчас наблюдается, ну, по крайней мере, в этом году, да, театральный бум, и в стране более 600 государственных только театров, да. Ну, конечно, немаловажную роль сыграл объявленный год театра, да, но я думаю, что не только в этом кроется весь секрет, скажем так, да, бума театрального. Вот чем оценивается должно мастерство, скажем так, драматурга, режиссера, то есть, чтобы зритель ходил, был доволен. Здесь наверняка же важную роль играет даже, наверное, не экономическая какая-то составляющая и тому подобное. Знаете, вот был такой режиссер Андрей Гончаров, он создал современный режиссерский факультет ГИТИСа в Москве. И он постоянно говорил о том, что режиссер, драматург, вообще художник, он может быть сколь угодно талантлив, но если он не чувствует время, это практически может не иметь никакое значение. Потому что человек приходит в зал, чтобы разрешить какие-то свои вопросы. И вот успешен театр или нет, зависит от того, чувствует ли зритель, что сегодня это происходит про него. И поэтому вот вчера на лекции Вячеслав Дурленков все время говорил о том, что этот поиск героя, он должен происходить здесь и сейчас, что уже очень важно, чтобы появлялся театр, который не про какое-то символическое условное пространство, вот есть кафедра театральная, мы пришли, а потом мы вышли, и это не имеет отношения к жизни, а что вот герой. И было очень много интересных вопросов, задавали вопросы о том, что участницы проекта, что я, конечно, могу написать про то, что происходит вокруг меня, но я сразу попаду под опалу некоторую, получается, что я выдаю свои вопросы, да, я боюсь говорить, и это очень важный вопрос, потому что когда Станиславский создавал свой театр, было понятие «Станиславщина», он спорил с императорским государственным, да, драматическим театром, и он говорил: я хочу психологизм и бытоподобие, говорил Станиславский. И он был очень прогрессивен, потому что весь остальной театральный мир воспринимал его театральный манифест как спор и как то, что они теперь ничего не значат. И очень много людей было против. И вот я думаю, что это всегда нужно помнить, что любое изменение, оно несет за собой очень много споров вокруг. И чаще всего, если есть спор, это значит, что это интересно, люди заинтересованы, это выход из зоны комфорта. И поэтому и видно на таких лабораториях чаще всего, что говорить друг про друга – это выход из зоны комфорта. Вот. Ну, действительно, если обсуждать тему, значит, она как минимум кому-то интересна. Здесь есть два лагеря, кто за и против, значит, это будет смотреться. Анна, большое спасибо вам за участие в нашей передаче. Желаем вам, конечно, позитивной, творческой, плодотворной работы. Надеемся, что вы еще к нам обязательно приедете с какими-то новыми идеями. О лаборатории драматургов и о роли драматурга в современном театральном пространстве мы сегодня говорили с театральным критиком Анной Жук. Корреспонденты Якутия-24 следят за развитием главных новостей. Оставайтесь на канале и не переключайтесь.